Друзья, но перед тем, как вы просмотрите ролик, я хотела бы посоветовать вам канал Элиса Исанер, называется он. Девушка наша, чеченка, с Грозного, но она житель Казахстана, но в данный момент она переехала и живет в Турцию. Вот что Элиса рассказывает о себе. Значит, давайте начнем с того, что я хочу познакомить вас с этой девушкой, чеченкой из Казахстана. Зовут ее Элиса. Элиса много лет является певицей, заслуженной артисткой, членом Ассамблеи народов Казахстана и с недавних пор переехала в Стамбул. Работает в сфере недвижимости и медицины в Стамбуле. Элиса совсем недавно на просторах Ютуба. Она делает обзоры во время путешествий, также записывает рецепты разных блюд на своей кухне и планирует вести интересные обзоры интересных мест, ресторанов в Стамбуле. Давайте поддержим Элису. На самом деле очень интересный канал, разнообразный. И я вообще-то влюблена в Турцию, лично я буду смотреть. Просто она девушка только начинает, у нее пока что 402 подписчика, она совсем недавно в Ютубе. Давайте поддержим ее. Ссылочку на ее канал я оставлю в описании и закреплю в начале комментариев. Всем доброго времени суток. Девочки будут неправильно. Всем доброго времени суток. Дедика Хилма серия. Ассаламу алейкум. Мир вашим домам. Вы снова на канале Киса Чечня. Вот собирается супруг в рейс. Ну, вы не думайте, что это все банки ему. Все банки ему. Я просто хотела это, да, Анжела ходила в подвал, принесла, хотела кое-что ему тоже с собой в рейс положить. Он бывает там задерживается на день какой-то, на день-два. А если не дома, то везде все дорогое, хоть кафе, хоть что, все равно. Зачем зря тратить деньги, если все есть, да, дома? Значит, вот баночку тушенки ему даю в рейс. У меня еще есть в 700-ках тушенка, но он хочет вот эту, он там, ну что там, с картошкой сварит, протушит, либо с вермишелью, как захочет. Спрашивал у меня рецепт, как приготовить. Я же ему это, вы видели, сковородку новую подарила. У него посуда лучше, чем у нас дома, там в рейсе. Теща кастрюлю наделила. Я набор, который себе оставила в горошек, так я не хотела давать кастрюлю, а мама отдала. Говорит, пускай. Чтобы он там варил разные пряности. У меня набор, помните, был в горошек, 3 кастрюли. Вот самую большую она ему наделила. А я не хотела, думаю, ну набор, пускай будет дома. Полно разных других нет. Ну, человек тоже хочет, чтобы у него была красивая посуда. Мама говорит, он же тоже работает, тебе помогает, за товаром ездит с тобой. Человек имеет право, как говорится. Ну все, дальше, девочки, ближе к теме. Шпанка, компот, вишня Анжела занесла, огурцы, все со своего двора, все свое собственное, как говорится. Ну, единственное, у нас помидоры, хотя были же помидоры у нас какие хорошие в этом году. И помидоры были, но вот именно вот, что закрывала, я, конечно, покупала, а так на салаты с огорода были перец болгарский и все, в общем. Ну, в общем, огурцы тоже сейчас откроем. Вот я приготовила баночку. Вот он сказал, я хотела побольше, он говорит, хватит мне, раз и салат. Значит, вот эту банку сате, салат он берет в рейс. Сейчас огурчики, баночку откроем. И так, напополам порежу, сюда сложу, это рассолом залью, и хорошо будет. Ну, я хочу сказать, что таких вкусных помидор, как у меня, нету ни у кого. Это я точно знаю. Вот спрашивали, Киса, закрываешь в таких крышках? Да, закрываю, и помидоры. Это мне рецепт моя сестра двоюродная дала еще давно, много лет назад. И я всегда закрываю. Сестра Ирина с Ростовской области. Она тоже у меня очень хорошая женщина, хозяйка. Ну, оно, если в роду все хозяйки, то оно так и идет. Завод такой весь. Природу не обманешь. Природу не обманешь, мама говорит. И стоят баночки нормально. Я хочу сказать, что нам не страшен голод. Подвал полный, с разных солений, салатов, всего полно. Но это салат по рецепту Самвела. Самвел закрывал, да, мам? Мы же по его рецепту делали. Да. Так что, как это говорится,
цаберка там делится. Так, ну это мы себе оставляем. Помидорчики. Я не знаю, помидоры. Может, побольше банку взять? И помидоров, и огурцов положить ему, сделать как ассорти, ма? Как думаешь? Я за любой кипиш. За любой кипиш, да? Я хочу сказать, девочки, что в этом году я буду в банки ставить на сами полки, не в подвал, потому что у нас в подвале большая сырость. Вот все банки этого года, все ж этого года, ну вот это вот нормальная крышка. А вот это вот, смотрите, какая уже стала. Потому что сырость большая в подвале, огромная сырость. И я буду на полке ставить, все тут барахло убрать. Сколько каждый год убираем. Ой, это нужно, это то нужно. Все оставляем. Уже там собралось всего этого. Все убрать, у меня ж кладовка, хорошие полки. И туда складывать все эти банки. Потому что в подвал, пока слезешь, там все время холодно, сыро. Ой. Давай, теща. Теща, друг родной, помоги. Да. Может, правда, 700? Анжела пошла. Пошла за 700, да? Чтобы по помидорчиков ему положить и по огурцов. Чтобы ассорти. Он-то наш кормилец. Да. Да. Хоть арзацию, Анжела? Все, девочки, вы проводили хозяина. Пусть едет с Богом, как говорится. Вот, девочка, вот этот салат какой вкусный, какой вкусный. Он как корейский, прям такой с остротой, но не сильной. Вкусно прям, да. Все, вот мы положили ему и помидоров, и огурчиков, он поехал. Так, сейчас купили вот 3 пачки молока. Вчера я 2 брала, вчера тоже ездила за покупками. Кефир у нас есть, еще купили это. Нас мама каждое утро балует блинами, теперь такой хороший рецепт, девочки, такие блинчики вкусные получаются. Ну, 2 булки хлеба, 1 серый, другой белый, 2 веселых гуся. Сегодня утром тоже пекла блинчики. И зять поел, поехал. Это 2 штучки остались, я сейчас буду пить чай с ними. С топленым маслом, такие хрустящие, очень вкусные блинчики. Да, дальше что хотела показать. Купила мешок муки, потому что мало ли, все-таки подстраховалась. Мало ли. Как раз 50-литровая бочка, сюда прям полностью влез мешок муки. Вот, так что нам теперь не страшно. Будем вареники лепить, замораживать, пельмени. Вот. Пышки будем печь. Так, ну сюда я сахар не весь высыпала, не поместится весь. Вот еще мешок пока стоит, но куда-то его определим. Сюда мы в тепло оставили, чтобы оно не это, мука не, чтобы все здесь было, находилось в этой комнате в тепле. Вот, так что мы теперь с запасом люди. Такие вот дела. Девочки, у меня варится супчик из домашней курицы. Такой захотелось рассольника немного что-то. Ну, это, конечно, дольше варится курочка, чем обычная. Но ничего, уже почти готово. Такой супчик на 1 раз. У нас сейчас людей тут немного, хотя и немало. Анжела, мама, я и 2 детей. 5 человек. Ну, сейчас покушать на раз. Сегодня Софичка получила зарплату, но она об этом еще не знает. И она по-любому с зарплаты всегда шуши и роллы. Что она с зарплаты всегда просит, чтобы купили роллы. Ой, ну домашняя курочка есть домашняя курочка. Так, все. Это я выключила. Буквально немножко лучка. Все. Пусть. Девочки, завтра, ну сегодня мы с мамой запишем обзор, а завтра вы его уже посмотрите. Будет у нас обзор одежды разной, красивой. Посмотрите, увидите. Так что ожидайте. Софишку ждем с садика. Она еще не пришла. Ну а
Мы с мамой сегодня запишем видео. Это вы уже посмотрите. А то, что я сейчас записываю, это вы будете смотреть завтра. Вот такие вот дела. Сейчас Анжела здесь попылесосит, пыль уберет. А так, в принципе, пил. Ждем Софишку с садика, в общем. Эти цветы очень болеют всегда зимой. Под навесом, когда выносим, тогда уже хорошо им становится. Вот, отмечаем Софишкину зарплату. Да, Софишка? Софишка на свою зарплату всегда заказывает роллы. Что, Сюш, не понравилось, да? Сюша такое не ест. А Софишка у нас любит, да? Софишка, на твою зарплату, да, заказали? А супчик будешь? Ну все. Всем приятного аппетита. Кто звонит? Иди повытирай. Всем приятного аппетита, да, Софиш? Как говорится, батька слухает, а есть. Ручки повытирай. Салфеточку, Анжела, подай, пожалуйста, салфетку. Девочки, пришла наша красавица из садика вот только. Айвол, а это сальцо, тут тебя не видно будет, стой там, стой. Ну рассказывай, что там было, что как. Нормально. А? Нормально. Ты что ты хотела сказать, когда ты спала, что ты говори? Плакала. А? Плакала. Когда спала в садике, плакала, да? Как плакала, покажи. Вот так сижу на диван, вот так ноги сделала, смотрю на подушку. Вот тогда слезы идут. А почему? А сразу Залина подошла, сказала, хухула, собака, сынок чаю. Онохчую? Он цагар онохчую. Делю. Асма, аларга коюя. Так, зелень, ты я чую кояла. Хухула, йофью. А, так кубарча. Майоха. Угу. Хухула хинс. Маме чудес. Мамин сагатела элера. Нет, йохью. Маме чудес. Мамин елчия. Так кубарча. Мам, Хм. есть наш садик, да, где мы заходим? Угу. А у нас второй этаж. Ну, я знаю. Ах, пальто, снимай пальто. Сколько снега на меня, да? Угу. А что там еще? А потом ты заснула, да? Да. Не заснула, просто лежала. М. И сразу, мам, там еще игрушки такие. И видела такие на фотке? Угу. Я видела, как вы сегодня занимались. Мне Залина присылала видео, как вы там зарядку делали. Молодцы какие вы. Я видела, какая ты была активная. Ну, впрочем, как всегда. Почему ты они новогоднюю не надела? Они хотели посмотреть на мою. Новогоднюю? Ты сказала, что есть новогодняя, да? Там мороженое, такие ручки написано. Угу. Классные снежинки. Угу. Мам, а у тебя камера похожа на снег. Да? Белое все. На улице снег идет, да? Да. Утром отправляли, прям весна была, а домой приехала такая зима. Сейчас покажу вам, какой снег большой Мама, идет. где мой телефон? Сказала, когда я из садика приду. Ага, ног чему отбить через садики? Видите? Мух битер, дитя. Да, кстати. Ага, ляг, бумаря, а? Мух битера, дитя мне. Знаешь, что эти такие? М. Сухдес. Знаете, что такое А ну, дитя. из воды? Воды ду. Деду. Да. Зезок. Цветок ду.
Зезок. Вот видишь, ты людичек научишь чеченский язык. Зезок — это цветок. А еще Ям и кушаю. ям ез. Ям ес. Угу. Я кушать хочу из баха. Угу. Так, а? Ногти, да? Ногти? Да. А ногти ей? Дэрю. Говорите, да, знаете, что такое? А. Да, это, конечно, да. Да, люди, конечно, да. Но они же не все ногти. Они же разные бывают. Хаю ногти. Ты чеченка, А ты чеченская? и я, да. Анжела? Да. Сюська? Не. А только полоски? Угу. А надо ногти бить. Масана ногти может быть без бези. Без. Хейгуду, чуешь? Абикаль Мишаху. Болгау. Он приезжал Угу. и приезжал? Угу. Он говорит, что ник гудешу, ник. На моем телефоне. А вот там. А где мой телефон? Сумцаха. Ума, что сразу цаха? Поищем мы. Король резом. Так. Проблемятся. А надо было камеру поставить, а люди. Я вам сколько раз говорила? Какую камеру? Камеру. Видеонаблюдение? Да. Для чего? Видеооблавление. Для чего? А если что-то пропадется, тогда она смотрит за нас. Я телефон смотрю так, смотрю на камеру. А, ты сможешь в камере наблюдения посмотреть, куда ты положила телефон. Правильно я поняла? Да. Ну, это нужно взять как бы в первую очередь. Типа. Если что-то там укладет, если что-то там упадет. Дерюга гекалдошо. А Юйга? почему там птичка кричит? Он только проснулся, поэтому. Пойду лучше его. Его пальто, гаец, на место положи. Пальто, шапку, хаз на место. Угу, давай. В упаковками, девочки, всего полно. И костюмы, платья с капюшоном. Вот эти вот новинки привезла девочка. Это очень отличные платья. Просто супер. Вот размеры разные, и они идут как бы большемерки. Очень красивое платье. Вот смотрите, размер, который 50-й, он на меня хорошо. Я даже вам одену, покажу. То есть они всего до 60-го размера, но если я ношу 54-й и 50-й мне подходит, то женщины, которые носят 64-й размер, им вполне подойдет 60-й. Они очень, очень удобные в этом плане. Я вам сейчас примерно покажу. Вот одно из таких платьев. Посмотрите, вот. Это вот 48-й размер. Вот как он красиво смотрится, видите? Это новинки, девочки. Вот эти платья по 1000 рублей. Девочки, вот платье, как я и показывала, можно подобрать. Вот черное платье и безрукавочка. Также можно бордовое, зеленое. Но в наличии у меня черное и бордовое. Я вообще говорю, есть другие расцветки. Также они подойдут хорошо с безрукавочками. Стильно, красиво. Девочки, вот такие платья. Смотрите, у них с капюшоном. Они разные цвета идут. Есть темно-баклажановый, есть фиолетовый. Вот такой темного цвета. Очень хорошее платье с капюшоном. Вот такие. Они по 2000. Девочки, вот такие вот жилетки. Ну, кофты по-разному их называют. Которая коричневая 54. Которая вот эта вот темная такая. Она 58 размер. Они сейчас в наличии по 2500. Они у меня были вообще по 3500 я продавала. Сейчас они по 2500. Отличная, теплая, как раз самосезон. Девочки, вот такие вот еще жилетки у нас. Значит, вот это 46 размер, вот это 58. Вот такие светлые, красивые тона. Они есть в наличии. Размеры заранее узнавайте, потому что, может быть, как некоторых уже не будет. 2500, ангоровые, очень красивые, с брошечками. Самый сезон сейчас начинается. Такие вот брошечки. Девочки, вот такие вот халатики велюровые. Да, они идут до 60 размера. Но они прям, знаете, большемерки.
То есть, кто 62 носит, я думаю, подойдут. Потому что у меня 54, я одеваю халат, он на меня большой. Мне подходит 52. Вот такие вот велюровые, теплые-теплые, очень красивые. Девочки, вот такие платья стрейч. Это огромные размеры, большие. Они даже немножко больше мерят. Это у нас 60 и 62 размер. Стрейч, они по 1500. Очень-очень хорошие платьички. Девочки, вот такие вот платья велюровые, тоже очень красивые. Они красиво смотрятся. Они по 2000. Вот на видео, может быть, плохо будет видно, но на самом деле вот, это черное, а вот это болотный цвет. Ну, на видео, не знаю, видно или нет. Хорошие платьюшки. Узнавайте, уточняйте размеры. Девочки, вот такие вот велюровые платья Валентина. Бордовое, это, по-моему, 50 размер. У меня в руке 54, да, такой болотного цвета. Они еще бывают и черные, но, по-моему, в данный момент у меня черных нет. Но есть черные, не Валентина, но наподобие этих, с висюлечками такими. Очень красивые платья, девочки. Они по 2000. Вот эти велюровые платья Валентина, они по 2000. Девочки, еще вот Валентина следом такое, вы скажете, почти одинаковая. Да, вот как рядом висит. Но это цвет баклажан. И надпись тоже немножко другая. Есть как бы серебряная надпись, а есть как бы больше золотом. Но также это Валентина, в руках у меня 58 размер. Так, девочки, вот такие вот велюровые платья, просто без ничего. Они не очень длинные. Это для тех людей, которые не любят длину, скажем. Они прям такие коротенькие. Вот что я хотела сказать. Они по 1500, а размеры у них бывают разные. Расцветки тоже. Хорошее платье, очень-очень уютные и недорогие. Девочки, ну вот такие еще расцветки. В руках зеленый 60 размер, красный 52, по-моему. Ну, если что, вы можете уточнить размеры, посмотреть там, где-то измерить, если будете сомневаться. Хорошее платье, они по 1500. Девочки, вот такие еще. Вот такой вот халат. Вперед я вам две расцветки показала. Это уже немножко другая расцветка. Они тоже есть в наличии, но они, в принципе, разницы нет. В принципе, расцветка примерно одна и та же. Главное, что они очень уютные, качество супер и теплые-теплые. И это по 1500, и это фиолетовое платье тоже 1500. Девочки, вот такие еще платья я вам показывала. Некоторые говорят, вы же говорили, Кися, по 1500. По 1500 простые велюровые замочком. Я вам сейчас покажу. Вот эти платья и Валентина, они идут по 2000. Они были по 2500. Вот это 50 размер, вот это черный 60. Еще раз повторяю, узнавайте размеры, если, потому что может быть не оказаться каких-то цветов в наличии. Девочки, вот такие кашемировые платья, тоже в клетку. Но обратите внимание, что они не одинаковые. Есть с оттенком голубым, а есть как бы оранжево-серый такой, ну, красивый. Они вот эти платья по 1500, девочки. В наличии есть. И опять повторяю, узнавайте размеры. Девочки, а вот это платье тоже, это чисто серое. Вот, как я вам сейчас показывала, в клетку, да, там есть с голубым оттенком, есть с оранжевым. А вот это тут уже и пошив другой. Оно уже немножко по-другому, хотя это все одинаковое. Качество кашемирового. Узнавайте цены в наличии. Платья по 1500. Так, девочки, ну вот эти платья, смотрите. У них еще есть черный цвет, да. Вот на видео в данный момент бордовое и темный, ну, болотный цвет, вот такое платье. Они еще бывают черные. Узнавайте размеры. Так что бордовые, по-моему, у нас уже заканчиваются. Черные и зеленые еще будут. Узнавайте, пожалуйста, размеры. Девочки, вот такие безрукавки. Сдалека, если я вам покажу, вам они покажутся все одинаковые. Но они все разные. И то это еще не все. Смотрите, есть вот такие вот, вот здесь вот с такими бусинками, да. Вот. Есть вот такая скромная, просто здесь рисунок и все. Вот такая вот. Есть вот такая просто. Вот у мамы такая была. Просто без ничего. Вот просто. Вы заметили, что она тут для полных женщин, вот именно в тазе, в этой области, прям широкая, хорошо для полных женщин, прям классненько. И вот такая вот. Но таких не очень много. Вот такой здесь рисунок. Вышивка. Это у нас 60 размер. Это 64 размер. Это 65 размер. Не бывает, 56, извиняюсь.
58 размер. То есть я говорю, вот сдалека покажется, что все одинаково, но нет, они разные. Они красиво смотрятся с платьями, с любыми. Поэтому вот такая красота вы сможете тоже заказать. Сейчас как раз сезон. Вроде бы не холодно, вроде бы и не тепло. А чтобы согревало, вот это вот все наше, мы, женщины, легко простываем. Поэтому такой хороший вариант для вас. Девочки, ну вот безрукавки. Просто я на своем телефоне показывала. Сейчас Анжела на iPhone взяла, по-моему, лучше. Не по-моему, а точно. Вот безрукавочки велюровые. Вот такие вот красивые, Versace. Очень-очень красивые, с платьями, с велюровыми, да, с любыми будут, просто с костюмом будут, просто класс. Есть и 58, 56, даже 62 размер есть, 50 размер, 54, 56, 58, это у нас что размер, 60. Узнавайте цену, но вот без рукавочки, правда, очень-очень красивые, стильные. Мама тоже себе такую хочет. Такие черные камушки, Versace, очень-очень красивые. Размеры есть разные, узнавайте. Уточняйте, пишите, номер у меня будет закреплен, поэтому вот так вот вам пока. Девочки, но вот это вот стрейч платье, которое я вам говорила, что тоже новинки. Я таких еще не видела. Я привезла их впервые. Я и себе оставила, и маме оставила, подарила. Хадижа, приедет, если ей понравится, и она получит такое платье. Вот это зеленое Луи Виттон. А вот это вот, ну, простое, просто цветочки. Девочки, размеры у них идут по 58, 46, по-моему, с 50, 48 даже бывают, если я не ошибаюсь. Уточняйте. Но я хочу что еще сказать, что они большемерят. То есть я вам показывала, вы видели, если я ношу 54 размер, мой родной размер, то вот это платье 50 размер на меня как раз подошло. То есть если вы носите 60, если вы 64 даже носите, вам 60, думаю, подойдет. Ну вот так. Девочки, и вот такие два платья. Я не знаю, на видео видно или нет. Снимаем на iPhone. Видно, да, Анжелик? Спасибо. Но я хочу сказать, что у одного из них, они абсолютно одинаковые, даже рисунок одинаковый. Единственное, у одного бордовый цвет, а у другого темно-синий. А так они, в принципе... Нет, это как бы как фиолетовый. Как бы фиолетовый, да, такой, а это вот темно-синий. Отличное платье, девчонки. Вы не пожалеете. Просто так легко на теле. И размеры хорошие, и тянутся, и такие не выпирается все это безобразие. Ну, в общем, классные. Заказывайте. Девочки, и вот такие. В синем, конечно, цвете немного. Но если вам нравится, вы скажите, то я на базе закажу, чтобы их привезли. Если вдруг кому-то сильно понравится. Вот смотрите, такой вот 62 размер. Это синий цвет. Вблизи не видно, а сдалека видно, что посередине это черное. Вот такая вот черная. Вот буква М. И сзади вот замочек. Это у нас 58 размер, но их очень-очень мало осталось. Вот такой цвет, тоже синий. Это 62 размер. Ну, в общем, вот такие вот красивые безрукавки. Кто-то, может, захочет взять темное платье, либо фиолетовое, и к нему синюю безрукавку, то, конечно же, это будет смотреться красиво. Вот. И вот такие вот кружочки. Ну, в общем, цвета разные и размеры. Девочки, ну и вот такие вот две остались. Поближе вам покажу. Здесь вот рисуночки на них. Она очень блестит и очень богато смотрится на самом деле. У этой 56 размер. И у другой 56 размер. Но хочу вам сказать, что они подходят на 54 размер. Они мало мерят. Это по себе померила, чтобы не было потом, что человек получил, а она на него маленькая, да, согласитесь, это неприятно. И вот такая вот точно, не точно, они разные, просто они длинные, они прям как пальто, видите? У них вообще очень, у них вот торгашки в основном бывают на рынках, потому что целый день стоят и действительно очень тепло. Это тоже вот
56 размер, но это нужно брать на 54. Либо у кого грудь совсем маленькая, то на 56 тоже пойдет, потому что низ пошире, а вот здесь вот если грудь большая, то здесь не пойдет. Здесь вот тут как велюр, а сама по себе она баллоневая. Очень хорошая, девочки, вот эти безрукавочки, они по 3000. Это все с уступками, все, потому что я их продавала по 3500, девочки. Сейчас на них идут большие скидки. Несмотря на то, что подорожало все, ну, вот такое вот хорошее качество у них. Девочки, ну и вот такие длинные безрукавочки. Я вам тоже показала, в принципе, 3 разных варианта. Но вот это вот одна осталась. Это 58 размер. Вот она одна. Вот такие есть. Вот эти тоже есть. Вот это у нас 60 размер. Это у нас 64 размер. То есть размеры у них хорошие есть, девчонки. И они очень-очень хорошие. Прям закрывают хорошо. В тепле находится тело. Я советую вам их приобрести. И с брючным костюмом красиво. Если купить велюровый костюм, к примеру, да? И с этим костюмом хорошо. И водолазочку, и брючки черненькие. Там, я имею в виду, кто за пределами живет, тоже можно. Вот. Как-то так. Такая вот красота.